Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на наш сегодняшний урок. С вами учитель русского языка и литературы Эльбаева Жазгуль Бахтыбековна. Начинается урок, он пойдет ребятам впрок. Постарайтесь все понять, хорошо запоминать. Ребята, мы с вами говорили о необыкновенном интересе Александра Сергеевича Пушкина к народному творчеству. Поэт с огромным удовольствием слушал песни и сказки в исполнении своей няни Арины Родионовны, других простых людей. На прошлом уроке мы с вами познакомились с увлекательнейшей сказкой о мертвой царевне и о 7 богатырях. Мы говорили о сюжете, о главных героях сказки. Сегодня мы продолжим нашу работу. А теперь, ребята, вспомните, что такое литературная сказка? Правильно, ребята, сказка литературная – это эпический жанр, ориентированный на вымысел произведения, тесно связанное с народной сказкой, но в отличие от нее, принадлежащий конкретному автору. А теперь, ребята, скажите, а на какие виды делятся сказки? Правильно, ребята, к волшебным сказкам относятся такие сказки, как «Царевна-лягушка» и «Сивка-бурка». Молодцы, ребята! Следующий вид сказок – это бытовые сказки. К бытовым сказкам относятся сказки «Жена-доказчица» и «Каша из топора». Следующий вид сказок, ребята, это у нас сказки о животных. К этому виду относятся такие сказки, как «Мужик, медведь и лиса», «Лиса и журавль». А теперь, ребята, скажите, наша сказка о мертвой царевне и 7 богатырях к какому из них относится? Ребята, чтобы узнать, о чем мы сегодня будем говорить, давайте мы с вами посмотрим притчу. Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побеждает?» Старик улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». Я думаю, что вы догадались, о чем сегодня пойдет речь. Правильно, ребята. Целью нашей работы является раскрытие значения терминов «добро» и «зло». На примере сказки мы с вами сегодня будем учиться сравнивать образы героев и анализировать текст. Как нам известно, в сказках всегда добро побеждает зло. Вот что же это такое добро и зло? Вам необходимо было найти в толковом словаре значение этих слов и записать в тетради. Хорошо, ребята, молодцы. Добро – это то, что хорошо, полезно, нужно человеку. А зло – это худое, злой человек, причиняющий вред другим. Ребята, как вы думаете, можно ли утверждать, что добро и зло являются противоположными понятиями? Да, ребята, добро и зло – это противоположные понятия. А теперь, ребята, скажите, можем ли мы, ребята, также четко разграничить положительных и отрицательных героев в сказке о мертвой царевне и 7 богатырях? Правильно, ребята. Положительным героям относятся 7 богатырей, молодая царевна, соколка-собака и явления природы, солнце, месяц. А к отрицательным относится царица. А теперь, ребята, подумайте, в образах каких героев заметна наиболее яркая характеристика добра и зла? Правильно, ребята. Добро и зло проявляется через образы царевны и царицы.
Хорошо, ребята. А сейчас запишите в тетрадях определения, характеризующие героинь в 2 столбика в виде таблицы. Посмотрим, что же у вас получится. Молодцы, ребята, вы очень хорошо справились с заданием. Царевна, она белолицая и черноброва, и красавица душа, милая, приветливая, воплощение добра. А царица, хотя и высока, стройна, бела, но душою она черна. Ребята, и царица, и царевна внешне красивы, но царевна, она обладает и внутренней, и душевной красотой. А теперь скажите, ребята, какой вопрос на уроке был главным? К какому выводу мы пришли? Правильно, ребята. Александр Сергеевич Пушкин противопоставляет в сказке 2 понятия – добро и зло. В сказках добро всегда побеждает, а зло наказано. И, ребята, в душе каждого человека наблюдается противостояние добра и зла. Подобно волкам из притчи, все зависит от того, какого волка ты будешь кормить – белого или черного. А теперь, ребята, подумайте, чему научила вас сказка Александра Сергеевича Пушкина? Считаете ли вы себя добрыми?